Уйгур Ильхам Тохти. Кто он? Провокатор или патриот? Ученый или популист? И почему его так любят западные НКО? А почему в уйгурской автономии слышны проклятия матерей? И даже среди его родственников. Уйгурские патриоты расскажут вам свою правду, не западную, не китайскую, а выводы сделайте сами. İnsan boğanlıqdan, bir Uyghur boğanlıqdan, bir dadımın kızı boğanlıqdan bu iş mən hər gece aqamı qılıb qorxdum. Bunu arlaşqım yox desəm olmaydı da. 小孩，我相信他的良知，他会成为一个有道德、爱这个民族。 Это Джавхар Тохти, дочь от первого брака Ильхама Тохти. Родилась в 95 году. В Америку прилетела одна, оставив отца в аэропорту, когда его задержали. Закончила. Indiana University, Bloomington. Бакалавр. Специальность. Political Science, Near Eastern Languages and Cultures, Central Eurasian Studies. Работа. Координатор проектов. Worker Rights Consortium, США. Я опросил 300 уйгуров. Люди верят мне. Это часть моей жизни. Təxmin qılıb çünki dadamni mən səbəblə anda türmədə qiyinçiliklə öldürüb etkəndikin. Yani birisi ağırlık kılıçtan sırt, siz için sınılan karındaşlara, ayalları turma diyoruz. Bu ayak. Эта машина преследует нас. Я думаю, что это опасно для нас. Это небезопасная работа. Bir dövlətnin fuqaraları, asalıq millət, 10 neçə milyon nüfusu var. Bir millətə qarta bu dərəcədə kən köləmlik hücumның buluşunu heç kim təsəvvür qılmır. А сейчас будут выступать женщины. Но вопрос, если они называют себя уйгурки, то почему они не в уйгурской национальной одежде, не в даппа и атласе, а в хиджабах? Или арабская вера и традиция им важнее уйгурской? Dadam bu deyip koydu, biz bunda turmuna içindeydik. Yeni birisi deyip, kızım bu deyip koyan bala, biz bunda turmuna içinde. Hepsinde ben ayırdım, hem de baha vaktim. Şu 3 balamla ben ayrıp kalıp. Vurup 3 saat vurup ben ayılıp gittim, vakırıp gittim. Allah kodan. Saat 8 geçe. Saat 8 için. Tehditler pek köp oldu. Ben guvalık yeni başlayan vaktimde müşür hazır kadar toktatmadım. Daim bir spontan kim toktap kalmayayım. Китайское правительство недавно сказало, что все эти люди окончили свой центр перевоспитания, но где они? Have they? Where are they? И нашим, и вашим запятак с пляшем. Джавхар пытается изобразить страдания уйгурского народа в европопсовом танце, но почему она не противодействует навязыванию уйгурам чуждой ваххабитской одежды? Почему Китай призывает уйгуров носить уйгурскую национальную одежду – атлас, адрас, даппа, а Джавхар топит за арабские никабы и хиджабы? Ильхам Тохти – бакалавр географии, магистратура по экономике. Запад называет его профессором для веса. Ильхам Тохти – прежде всего профессор экономики в очень престижном университете в Пекине. Он этнический уйгур и очень гордится этим. Он член уйгурского пен-клуба. Это независимый китайский центр, который выступает за право уйгурского языка и культуры. Он также публичный интеллектуал и является выдающейся фигурой общественной интеллигенции в Китае. Его стремлением было увидеть полное право на свободу выражения, на культурное самовыражение, гарантированному для уйгуров. Он утверждал, что уйгуры чувствуют, что на них смотрят свысока и что их дискриминируют. Многие студенты любят моего отца, и студентам нравится слушать его лекции. Многие студенты из других университетов 2 часа ехали на автобусе, чтобы попасть на его лекции, потому что лекции моего отца были открыты для всех. Или она привирает, либо в Китае больше свободы, чем на Западе, где посторонних не пускают на лекции, тем более оппозиционного лектора. Ильхам основал интернет-площадку «Уйгур Онлайн»,
на которой, по его словам, ханьцы и уйгуры могли бы устраивать дебаты. Любой, кто хоть немного знаком с интернет-форумами, знает, во что это превратится, да еще и практически без модерации. А если учесть, что в китайском интернете нет приватности, то такой форум становится идеальной приманкой для уйгурских патриотов и ловушкой спецслужб. Интересно, Ильхам сознательно это подстроил или просто был инфантилом? И вот, после стольких загубленных судеб наивной уйгурской молодежи, дочь Ильхама на американские гранты раздает интервью западным СМИ, изображая борьбу за уйгурскую культуру. А на деле она отстаивает исламскую идеологию, которая ограничивала уйгурскую культуру, уйгурскую национальную одежду. И даже стерли самоназвание нации уйгур, заменив его на мусульмане еще в 15 веке. Прошло 500 лет забвения, прежде чем народ вернул себе гордое имя – уйгур. И что же говорил сам Ильхам? «Синьцзян принадлежит вам, ханьцы. Нет, он принадлежит мне, уйгурам и прежде всего нам, народам Центральной Азии. Я уйгур. Наша гордость – великий Туглук-Тимур». Казалось бы, звучит патриотично. Давайте разберем. Согласны ли настоящие уйгурские патриоты, что Уйгурстан принадлежит всем народам Центральной Азии? Вопрос: вы когда-нибудь слышали, чтобы в Казахстане, Киргизстане или любой другой стране Центральной Азии сказали бы, что их земля принадлежит всем в Центральной Азии? Нет, их государства имеют четкое национальное название и символику. Хотя все они тоже многонациональны. Почему именно Уйгурстан Ильхам раздает всем народам Центральной Азии? Далее, почему из всей славной и древней истории уйгуров Ильхам выбрал как гордость именно Чагатаида Туглук-Тимура из XIV века, не великого уйгурского кагана Маюнчура, создавшего в IX веке великую империю уйгурский каганат, которому даже Китай платил дань, не Идикута Турфана Барчука Алптегина, создавшего самое просвещенное государство своего времени, ставшее мозгом Монгольской империи, не великого уйгура Тататонга, который дал монголам уйгурскую письменность, ставшей на 1000 лет письменностью 3 империй – уйгурского каганата, Монгольской империи и маньчжурской династии Цин в Китае. Потому он назвал великим мелкого хана Чагатаида, что тот принял ислам и навязал его уйгурам в Моголистане. Таким образом, он просто выкинул 1000 лет уйгурской доисламской истории в угоду ислама. Пазл складывается. Ильхам и его дочка болеют не за уйгуров, а за веру аравийской пустыни. А почему его и ему подобных исламистов вдруг полюбил Запад? Не потому ли, что им выгодно бросить уйгуров против миллиардного Китая, как расходный материал? И как так получилось, что после серии терактов и погромов в Урумчи в 2009 году, когда многим уйгурам ограничили выезд за границу, Ильхама пригласили в американский университет читать лекции, и он собирался выехать, пока его не арестовали китайские спецслужбы? Он что, с дочкой-подростком готовился к бегству в эмиграцию, оставив за собой тысячи покалеченных судеб уйгуров, которые ему поверили? И когда его задержали в аэропорту, дочка бросила и улетела в Америку как на запасной аэродром. И сейчас она на американских грантах раздает интервью направо и налево. И как же он себя вел на суде в Урумчи? Как герой, патриот или нет? Давайте посмотрим. Народный суд города Урумчи первой инстанции провел открытое судебное заседание по делу о расколе государства в отношении Ильхам Тохти. Уголовное дело было возбуждено прокуратурой Урумчи. 2 адвоката, ханьцы, нанятые родственниками подсудимого, обеспечивали защиту Ильхама Тохти. По просьбе подсудимого процесс велся на китайском языке. Суд провел всестороннее исследование фактов преступления, а также проверку доказательств и судебные прения сторон. В завершении подсудимый выступил с последним словом. «Я всегда поддерживал единство Китая и выступал против уйгурского сепаратизма. Я никогда не участвовал ни в каких сепаратистских организациях и не создавал их.